Гомбажаб Цыбиков. Буддист-паломник у святынь Тибета. Часть 7. В неучебное время по-тибетски Чэньцэн с наступлением сумерек монахи ниже 8-го богословского курса должны взбираться на крышу своего дома, по-тибетски лхаха, и здесь читать вслух заучиваемые наизусть тексты. Такое чтение продолжается зимой приблизительно до 9 часов, когда прислуга цокченской кухни начинает сливать чай для завтрашнего дня, сопровождая этот процесс громким чтением известной формулы мани «Ом мани падме хум». Сливать в Забайкалье называют процесс заваривания чая. Берут ковш и, черпнув им чая из котла, поднимают вверх и понемногу льют обратно. Чем дольше делают это, тем лучше получается чай, или вернее, тем равномернее распределяется чай и молоко по огромному котлу. В Тибете это делается для замешивания масла. Монахи высших курсов не обязаны выходить на крышу, но должны сидеть дома в темноте и предаваться созерцанию. В это время ворота монашеских дворов не должны быть заложенными для того, чтобы администрация могла свободно наблюдать за исполнением правил. Часто надзор ходит тайком. Уличенный в нарушении правил тут же наказывается розгами. Духовная администрация монастыря такая же, как и в Гумбуме, поэтому не стоит повторять уже сказанного. Добавим только, что здешний хамба именуется Цокчен Тибе. Но если Гумбум имеет в своем управлении выборное начало, то над должностными лицами Лабрана стоит особо перерожденца Джамьен Шатбы, хозяина этого монастыря. Все должности замещаются или утверждаются этим перерожденцем. Немалое влияние на монастырские дела имеет и правитель его дел, именуемый Шатцацамба. Слышится скорее Шанзаба или Шанганзат. Заведующим монастырским имуществом и управляющим данниками монастыря является старший казначей монастыря, именуемый Чжиба. Нынешний перерожденец Джамьен Шатбы, имя коего Калсан Туптан Ванчук, считается 4-м от основателя монастыря Агван Цондуя. Как известно, Агван Цондуй возвысился в глазах ламаистов еще в Тибете, благодаря своим обширным сочинениям, которые затем, если можно так выразиться, популяризировались в громадном большинстве факультетов. Алеты, завладев Кукунуром и Тибетом, всюду старались покровительствовать желтошапочной секте. Поэтому и князь их Калтын Иртыничжинон приглашает в Амдо Агвана Цондуя, просит основать монастырь и дарит землю вместе с подданными. Его примеру последовали и другие князья, вследствие чего Агван Цондуй оказался не только духовным, но и светским князем. Затем имя знаменитого первого перерожденца Джамьен Шатбы и следующих также небездарных его перерожденцев Кончак Джигмеда и Туптан Джигмеда привлекало сюда много монахов и милостынедателей из Амдо и Монголии, которые быстро обогатили монастырь, чем дали возможность содержать еще большее число монахов. Следовательно, этот монастырь обязан своим процветанием появлению даровитой личности Агван Цондуя, следующие перерожденцы которого сумели удержать за собой авторитет и влияние свое в Ламбране. Они имеют несколько дворцов в монастыре и вне его. В настоящее время в Ламбране есть еще несколько преемственных перерожденцев, хотя менее влиятельных, чем Джамьен Шатба, но сильно чтимых в Амдо и в особенности в Монголии. Главнейший из них суть Соднам Дакпа
известный под сокращенным названием Садак, Гунтан, Нияндак, перерожденцы двух брайбон-гаманских хамбо, Карсан, перерожденец 51-го голландского СРТ, Джамба и другие. Всех монахов в монастыре около 2500, и они делятся на много мелких общин. Монголы выделены в особые общины, числом 9 из которых одна принадлежит нашим забайкальским бурятам. Во время моего посещения последней общине было около 70 членов. Каждая община получает утвердительную грамоту, по-тибетски джаик, от перерожденца Джамьян Шадбы, в которой излагаются и правила для общины. Кстати, скажем, что официально признанная местными властями община Лам из наших забайкальских бурят встречена нами только здесь. В полуверсте на восток от монастыря находится торговая слободка Таба, населенная преимущественно саларами и отчасти китайцами и тангутами. Эти последние зовут себя Амдова. Между упомянутой слободкой и монастырем находится большой субурган, поставленный, как говорят, на том месте, где впоследствии должен быть построен дуган для лхасского манлама. О нем будет сказано немного позже, когда центр религии перейдет из внутреннего Тибета в Амдо. Материалом для постройки будет служить тот ныне заповедный лес, который растет против монастыря на склонах горы правого берега Санчу. Ежегодно в 13-й день белой луны происходит церемония встречи этого манлама, состоящая в выезде в нарядных костюмах и на украшениях лошадях старшин монастыря верст на 5 на запад в исполнении чтения молитв. Основатель монастыря, положивший начало такому поверью, может быть, чистолюбиво помышлял о том, что его монастырь будет центром ламаизма. Во всяком случае, это поверье сильно притягивает сердца набожных к этому монастырю. В ущелье на север от монастыря находится род монастырского кладбища, где трупы умерших отдают на съедение грифам. Родственники или знакомые покойно выносят труп сюда и кладут на определенной площадке. Тотчас прилетают жадные и привыкшие к человеческому мясу громадные грифы и ягнятники и принимаются клевать труп. Для ускорения уничтожения трупа мясо разрезают на мелкие кусочки, а кости толкут на камнях. Все это быстро уничтожается упомянутыми птицами. Только трупы совершенно безродных бросаются сюда целыми и обращаются теми же птицами в скелеты. В заключение опишу церемонию ниспускания Найчун Чэньчжона, которую мне пришлось видеть здесь 19 февраля, 2 числа, 2 луны по местному счислению. Днем для ниспускания Чэньчжона предпочтительно избирают именно 2 число каждой луны, потому что по верованию почитателей в тот день Чэньчжон не сходит сам, а в другие дни посылает кого-нибудь из своих товарищей, помощников, по-тибетски хор. Прорицатель был приглашен из монастыря Чуфсын, находящегося в северном Амдо. Местом для ниспускания служит особый храм, называемый Найчун Цангхам, посвященный этому Чэньчжону. Он находится в сажении 200 от западного края монастыря и представляет тугон обыкновенного тибетского типа с небольшим двором перед собою. В назначенный день с раннего утра монахи выходили на рынок и покупали хвою древовидного можжевельника, по-тибетски шукпа. Затем начали понемногу собираться во дворце Цангхана и сжигать упомянутую хвою в 2 особых печеобразных курильницах.
Около 8-5 часа утра явился под звуки труб лама-прорицатель, по-тибетски Чержа или Гунтырба, со свитой. Спустя немного прибыл и перерожденец Жамин Шадбы, несомый 4 ламами в маленьких, прекрасно сделанных носилках китайского образца. Верхняя часть их желто-зеленого цвета, а нижняя – красного. Собравшиеся монахи толпились во дворе. Перерожденец Жамин Шадбы стоял перед дверями храма, откуда слышны были звуки труб, желто-медных ударных тарелок и барабанов. Читали, как говорили, призывные молитвы. Спустя немного под эти же звуки показался на крыльце прорицатель в полном облачении, главную часть которого составлял шлем с флажками и одежда из парчи. В правой руке он держал саблю, упирая конец ее в свое бедро, а в левой – лук. Лишь только он вышел, перерожденец Жамин Шадбы перекинул через его шею длинный шарф – хадак. Прорицатель, приняв этот дар с видимым почтением, направился к особо устроенному седалищу. Лицо его было искажено, и из раскрытого рта выступала пена, которую прислужники вытирали хадаками. Сначала к нему подходила монастырская администрация и просила предсказаний относительно благополучия монастыря, а затем и частные лица, интересующиеся своей судьбой. Прорицатель хриплым голосом отрывисто указывал, какие книги и сколько раз нужно читать и тому прочее. Все это он делал стоя. Затем он сел на седалище. Тогда стали по порядку подходить для прикладывания простые монахи. Затем он сел на седалище, и тогда стали по порядку подходить для прикладывания простые монахи, поднося большей частью хадаки. Некоторые давали на благословение особые ленточки с узелком посередине для ношения на шее. Благословение состояло в том, что прислужник прорицателя подносил ленточку ко рту и вытирал выступавшую изо рта пену, если прорицатель не предупреждал его легким плевком на ленточку. Когда приложились все монахи, прорицатель в новом усиленном экстазе кинулся к наружным воротам и от них выпустил стрелу из лука. Возвратившись снова на террасу храма, он произнес краткую, наставительную речь, обращаясь ко всему духовенству, и после чего ушел вовнутрь храма. Церемония закончилась. Все стали расходиться. Уехал и перерожденец Жамин Шадбы. Немного спустя вышел из храма и прорицатель, уже обратившись в простого ламу. 28 февраля мы покинули этот монастырь, который по своей дисциплине занимает в настоящее время первое место среди ламаитских монастырей. Обратный путь мы сделали с теми же возчиками, саларами и по тем же местам, что и вперед. Поэтому не стоит перечислять снова места ночлегов, разве скажу, что в долине Хуанхэ уже сеяли хлеб, пахали обыкновенно на паре ослов, лошаков, на валах, и часто можно было видеть пашущих на паре осла с валом, лошади с валом, ну и тому прочее. 29 февраля мы прибыли снова в Гумбум, где и провели, как уже сказано выше, время до 24 апреля, когда мы выехали в Тибет. Время это я отчасти провел в научных работах, а отчасти в приготовлениях к дальнейшему пути. Приготовления требовали немало труда и затрат. Дело в том, что далее приходилось ехать на своих лошадях. К сожалению, неспособный к физическому труду, я уже не мог рассчитывать на свои силы для навьючивания и ухода за животными. Поэтому пришлось нанять 3 товарищей, причем один впоследствии оказался лишним и нанятым лишь по моей неопытности.
Увеличение числа их повлекло покупку большого числа подвод, что в свою очередь заставило запасти больше провизии как для людей, так и для лошадей. В конце концов пришлось купить 14 животных, в том числе 4 лошади и 10 мулов. Лошади стоили от 18 до 50 ланов, а мулы от 25 до 40 ланов. Для пути в Тибет мулы предпочитаются лошадям, потому что они выносливее для вьюков, и их можно выгоднее продать в Хвасе. Затем пришлось приготовить полный комплект верховых и вьючных седел, закупить для людей сушеного мяса, крупчатки, муки, поджаренного ячменя, по-тибетски цампа, и масла, а для вьючных животных дробленого гороху. Все это, за исключением мяса, надо было запасать в количестве достаточном для всего пути до Лхасы, а это 3 месяца пути. Ко дню выезда было все готово. День этот был определен ламами-гадателями по просьбе большинства богомольцев и приходится на 9 число 4 луны, какое число соответствовало 24 апреля старого стиля 1900 года.